Салимет Цизбе. Здравствуйте! Вы на канале Учим казахский с Ажар. Здесь мы учим казахский легко и понятно. В каждом своем видео я демонстрирую способ, с помощью которого вы можете сделать это легко. Посмотрите, примените, проверьте, так ли это на самом деле. А мы начинаем запоминать такое слово, как меруэрт. Меруэрт. Кто живет в Казахстане, часто слышали, наверное, такое имя Меруэрт. Это женское имя. Такое есть женское имя. Но переводится как жемчужина. И происхождение этого слова из персидского языка, который марварит, который обозначает жемчуг. Я подобрала вот такую картиночку. Здесь жемчуг. Меруэрт. Но у казахов есть жемчуг, еще называют по-другому. Называют еще энджу маржан. Ну, вот так, меруэрт – это жемчуг. Так. Не знаю даже. Сейчас как-то у казахов чаще вот почему-то называют энджу маржан, да, жемчуг. Но хотя маржан это, по-моему, коралл тоже, да? Вот, ну ладно, неважно. Меруэрт – это жемчуг. Мы начинаем составлять русские предложения и подставляем вместо слова «жемчужина» слово «меруэрт». У каждой женщины, я думаю, есть бусы с меруэрт, также сережки с меруэрт и кольцо с меруэрт. Возможно, даже подвеска с меруэрт. Вот сейчас я попросила, я поработала с стилистом, вот, и она мне подобрала прям какой-то, разработала стиль определенный, и теперь, согласно этому стилю, мне нужно купить жемчужные такие подвески из меруэрт. Или сережки из меруэрт. Вот. Вообще, меруэрт очень красиво смотрится. Например, я знаю, в китайской культуре, в китайском художественном, какой-то историческом, в художественной истории, да, в истории их ремесл, в истории культуры меруэрт занимает очень большое значение. Очень большое значение. Но я думаю, что это связано с тем, что меруэрт все-таки в наших казахских степях его невозможно получить. Это продукт морской, это продукт моря или рек, где есть вот эти вот моллюски, которые живут в своих раковинах, да, ракушках, и вот производят вот этот меруэрт. Поэтому казахи тоже, конечно, получали в виде обмена по золотому, вернее, великому шелковому пути из Китая. Шел, я думаю, большой объем меруэрта, и казахи тоже имели доступ к нему. Но это было, конечно, все привозное. И снова-таки думаю, что меруэрт был доступен не всем. Не всем. Вообще у казахов больше в ходу вот эти камни, которые есть у нас у самих. Это в основном бирюза, это сердолик, это яшмы всевозможные, да, вот. Те, которые именно добывались вот на территории Казахстана. Вот. Но меруэрт тоже был в ходу. Конечно, не каждый мог себе позволить такую роскошь. Вот. Но я думаю, что зажиточные девушки
они имели сережки из Меруэрт, они имели ожерелья из Меруэрт. На самом деле Меруэрт сейчас очень большое количество Меруэрт вообще делается, выращивается. Он тоже считается натуральным, потому что его производят вот эти раковины, моллюски, которые живут в этих ракушках, в раковинах. Вот, его производят, да, но их производят, они находятся прямо на фермах, на жемчужных фермах, прямо в море специальные устроены фермы, и там прям выращивают. Их там, по-моему, 2 года, что ли, выращивают одну жемчужину. Но сейчас также появился искусственный Меруэрт. И он называется Майорка. Вот. И его, конечно, могут отличить, его можно отличить, но практически вот для повседневного использования он практически ничем не отличается от натурального Меруэрт. Поэтому каждая женщина себе может позволить очень большое количество Меруэрт в своих украшениях. И бусы, и подвески, и сережки. Если вы хотите очень крупные, например, серьги с Меруэрт, вы можете взять очень даже спокойно серьги из искусственных Меруэрт. Вот, потому что натуральные Меруэрт, крупные, очень редкость, очень большая редкость. Ага, и прямо, по-моему, у Элизабет Тейлор есть очень крупная подвеска. Одна вот здесь у нее вот, на груди висела. Она прям была очень крупной. И она стоила там что-то, я не знаю, ну, в общем, бешеных денег, очень больших денег. Поэтому натуральных таких Меруэрт практически мало встретишь. Может быть, на всей земле, может быть, несколько штук есть. У каких-нибудь там индийских махарадж раньше были, да? Вот. И потом они, конечно, переходили из руки в руки. И сейчас, конечно, ими владеют только самые богатые люди этой планеты. Вот. Но мы тоже не отстаем от жизни и можем себе позволить крупные сережки из искусственного Меруэрт, который называется Майорка. Вот. Я не специалист в камнях, я не гемолог, вот. Я просто изучала немножко эту тему, поэтому чуть-чуть в курсе. Вот. Если что, я не специалист в этой области. Просто мы составляем сейчас предложение со словом Меруэрт. Вот. Ну, я думаю, что я вам дала достаточно много примеров, предложений. Вот. Ну и также Меруэрт – это женское имя, достаточно распространенное в Казахстане. Вот. И вы можете, зато вы теперь, когда познакомитесь или у вас есть знакомые по имени Меруэрт, вы прекрасно будете понимать происхождение и перевод их имени. Это жемчужина. Вот, вы можете сказать твое имя, или ты соответствуешь своему имени. Выглядишь как жемчужина. Или ты жемчужина. Вот. Ну, это была шутка. А вы включайте свою дисциплину и составляйте предложение со словом Меруэрт для того, чтобы на самом деле навсегда запомнить это слово. И таким образом, постепенно нарабатывая лексикон, запоминая казахские слова, вам будет все легче и легче понимать и легче начать разговаривать, пусть не полностью, пусть пока частично, но разговаривать на казахском языке. И если вы будете даже применять те небольшой лексикон, который у нас уже есть, прямо стараться применять в жизни, при общении с соседями, при общении в магазине, в общественном транспорте, вот, вы уже будете чувствовать себя намного лучше, комфортней в казахской среде.
Спасибо вам большое за то, что смотрите меня, ставите мне лайки, подписывайтесь на меня, пишите комментарии, продолжайте поддерживать мой канал. Это мне очень важно и очень приятно. Спасибо большое за все. Сау болыңыз. До свидания.